Сегодня мы поговорим с вами об очень важной биологической молекуле – липидах. Все липиды содержат в своей структуре углерод, водород и кислород. Липиды нерастворимы в воде, так как большинство их связей неполярные. Липиды растворимы в органических растворителях, например, ацетон. Давайте посмотрим на несколько видов липидов. Триглицериды, жиры, жирные кислоты, фосфолипиды, воски, стероиды. Когда говорят о липидах, чаще всего называют жиры. И это верно. Триглицериды или жиры являются одним из основных видов липидов. Как мы знаем, некоторые жиры при комнатной температуре являются твердыми, другие – жидкими веществами. Жидкие жиры обычно называют маслами. Триглицериды так называются, потому что в их состав входит глицерол и 3 жирные кислоты. Как вы видите, опять мы видим реакцию конденсации, когда формируется новая связь и уходит вода, молекула воды. Если же мы хотим сломать такой триглицерид, то есть пойти в обратную сторону, мы добавим воду, и эта реакция будет называться гидролиз. Конденсация. Так как молекула глицерола во всех триглицеридах одинаковая, единственное, что может отличаться, это жирные кислоты. Существует более 70 видов жирных кислот. Все они содержат карбоксильную группу и длинную углеводородную цепь. Давайте рассмотрим пример. Запишем жирную кислоту. Карбоксильная группа и цепь. Также ее можно расписать вот так. Если в цепи нет двойной связи, то она называется насыщенной. Другими словами, она насыщена водородами. То есть каждый углерод соединен с максимум количеством водородов. У каждого углерода минимум 2 водорода. Если цепь имеет одну или несколько двойных связей, то она называется ненасыщенной. Как вы видите, у этих двух углеводов только по одному водороду. Насыщенные жирные кислоты не имеют двойную связь, и поэтому легче упаковываются и формируют твердое вещество при комнатной температуре. Фосфолипиды имеют очень схожую структуру. Единственная разница, что одна жирная кислота заменена на молекулу фосфата. Если жирные кислоты отталкивают воду, то есть являются гидрофобными, то молекула фосфата притягивает воду, то есть является гидрофильной. Именно из-за этого свойства фосфолипиды являются очень важными компонентами клеточной мембраны. Фосфолипиды формируют двойной слой, где гидрофильные части соприкасаются с внутренней частью клетки и внешним окружением клетки, а гидрофобные хвостики смотрят внутрь мембраны. То есть мы видим фосфатная группа, гидрофильная и жирные кислоты, полярная и неполярная часть. Воски очень похожи на триглицериды. Единственная молекула глицерола в них заменена на длинную молекулу алкоголя, делая их более сложными структурами. При комнатной температуре они более твердые, и их основная роль – формирование водозащитной оболочки на поверхности листьев и насекомых. Следующий вид липидов – это стероиды.
В своей структуре они содержат 4 кольца. Существует множество видов стероидов. Самый распространенный – холестерол, который изображен здесь. Вместе с фосфолипидами он помогает создать клеточную мембрану, но он также может быть активирован, чтобы сделать липидные гормоны, например, эстрадиол или тестостерон. Из-за разнообразия форм и видов липиды выполняют очень много функций. Во-первых, липиды являются энергетическим источником. Энергии в них больше, чем в углеводах, в 2 раза. Именно поэтому они служат хорошим хранителем энергии. Фосфолипиды, как мы говорили, являются основным компонентом клеточной мембраны. Третье – изоляция. Жиры являются очень медленными кондукторами тепла, поэтому они пролегают под поверхностью тела и позволяют удерживать тепло. Это особенно важно для морских животных, китов, морских котиков, которые не имеют волосяного покрова для тепла. Четвертое – защита. Жиры очень часто пролегают вокруг внутренних органов, например, почек, тем самым работая как упаковочный материал и защищая орган от физического влияния. Пятая функция – гидроизоляция. Как мы знаем, липиды отталкивают воду. Эта функция очень важна для растений и животных, находящихся в жарких и сухих регионах нашего мира. Давайте рассмотрим четвертый и последний вид биологических молекул – протеины. Если углеводы и липиды довольно схожие, и их немного, протеинов существует огромное количество, около 10 тысяч видов только в нашем организме. Протеины – это полимеры, то есть вещества, состоящие из повторяющихся блоков, мономеров, аминокислот. Каждая аминокислота имеет следующую функцию. Углерод, аминная группа, водород, карбоксильная группа и R-группа, которая отличается у всех аминокислот. Наш организм может произвести 12 аминокислот. Оставшиеся 8 организм произвести не может, и поэтому должен получать их из диеты. 2 аминокислоты могут быть соединены с помощью реакции конденсации, и в итоге между ними образуется связь, которая называется пептидная связь. А новая образованная молекула называется дипептид. Если объединить много аминокислот, то получается полипептид. У протеинов существует несколько видов структур. Давайте их рассмотрим. Первичная структура – это просто последовательность аминокислот. Она определяет финальную 3D-форму белка. Во вторичной структуре данная последовательность начинает закручиваться в 2 формы – альфа-спираль и бета-складчатый слой, за счет водородных связей между аминокислотами. И хотя данные связи довольно слабые, этого хватает, чтобы протеину приобрести определенную форму. Спирали и слои могут быть далее упакованы и скручены в еще более сложные структуры в третичной структуре. Здесь уже появляются новые виды связей между аминокислотами: ионные связи, дисульфидные мосты, гидрофобные взаимодействия. К примеру, аминокислота с гидрофильной группой стремится контактировать с молекулами воды, тогда как аминокислота с гидрофобной группой старается избежать взаимодействия с водой и располагается себя к внутреннему направлению протеина.
Ионные связи происходят между положительно и негативно заряженными R-группами аминокислот. В итоге получается довольно сложная, уникальная 3D структура. Приведем пример. Некоторые протеины способны создавать и четвертичную структуру. Это происходит, когда несколько полипептидных цепей объединяются в одно. Один из самых распространенных примеров – это наш протеин гемоглобин. Гемоглобин содержит 4 субъединицы, 4 цепи, 2 из них альфа и 2 бета. На этом все. Спасибо.